В Москве прошла итоговая коллегия Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Рассказали о проделанной работе и делились с планами реализации национальной программы по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Чего уже удалось добиться и какие проблемы еще только предстоит решить. Сюжет Максима Кардозу из Москвы. Министерству развития Дальнего Востока и Арктики 7 лет. И за этот период удалось реализовать много интересных и важных проектов в регионе. Настоящий рывок произошел в промышленном секторе. С каждым годом растут иностранные инвестиции. Появилось больше 200 новых предприятий, которые обеспечили работой 36 тысяч человек. Вновь открылся Северный морской путь. Большая работа ведется и в плане социальной поддержки населения. Впервые принято решение о том, что на Дальнем Востоке есть специальные субсидии при рождении первого ребенка, второго ребенка, третьего ребенка. И они гораздо больше, чем в целом в стране. Сегодня уже работает ипотека беспрецедентно с низкой процентной ставкой 5% для молодых семей. И разрабатывается сегодня еще одно предложение, оно будет в ближайшее время, очевидно, принято. Это 2%, ставка по ипотечному кредиту для молодых семей. Несмотря на успехи, на Дальнем Востоке еще много проблем, которые только предстоит решить. Это отток населения, высокая смертность, большой фонд аварийного жилья, плохая дорожная инфраструктура. Также один из главных вопросов, который необходимо решить, это транспортная доступность. Авиасообщение, особенно внутреннее, не должно быть слишком дорогим. Необходимо модернизировать и аэропорты. Нам удалось увеличить финансирование. И на Дальний Восток уже выделено 5,5 миллиардов рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. До 2024 года, согласно заявке в комплексном плане, должны быть построены и реконструированы 16 аэропортов в Якутии, 7 на Чукотке, 6 на Камчатке, 4 аэропорта в Хабаровском крае, 3 в Магаданской области и по 2 аэропорта в Амурской области и Забайкальском крае. Сейчас полным ходом идет подготовка национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Ее задача – повысить привлекательность региона и поднять уровень жизни его жителей. Презентация программы пройдет осенью на Восточном экономическом форуме. Руководит рабочей группой глава Якутии Айсен Николаев. В новую стратегию развития вошли 5 главных направлений. Это экономический прорыв, развитие транспортной инфраструктуры, здравоохранение, образование. 5-й пункт посвящен созданию комфортной городской среды. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.